Уйгурская автономия – 1 660 000 квадратных километров, 1/6 территории Китая. В Турфане может не быть дождя 350 дней подряд. В Кульдже в Илийском крае существует 800-километровый влажный коридор, где растут около 133 000 гектаров абрикосовых деревьев. В уйгурской автономии больше 100 озер, и у каждого свой характер. Сегодня мы расскажем о 10 уйгурских озерах с разным характером и судьбой, от международных курортов до ядерного полигона. Первое – озеро Сайрам. Его называют «последняя слеза Атлантики». Сайрам – одно из самых популярное среди туристов озеро в уйгурской автономии. Сайрам расположено в ветровой воронке Тяньшаня на высоте 2073 метра. Теплые влажные воздушные массы Атлантики задерживаются Тяньшанем, конденсируются и стекаются в котловину. Площадь – 458 квадратных километров, максимальная глубина – 92 метра, прозрачность – 12 метров. Когда вы посмотрите вниз, рисунок камней на дне будет виден отчетливо. Вода прозрачная, как стекло. Окружающие горы — как природная сцена. Самый синий цвет — в первой половине июня, когда только что поступила талая вода, и синева достигает пика за весь год. В августе вода прогревается, и синева тускнеет. В июне синева не просто довольно синяя, она режет глаз. По иронии, исторически озеро называли безрыбным. Из-за высокой минерализации рыба там не жила. Этим отчасти объяснялась ослепительная синева, что воду никто не мутил. Но в конце 90-х искусственно завезли сига и форель. Безрыбное озеро стало туристическим брендом, и рыба в нем появилась. Хорошо, что из-за высокой минерализации она размножается очень медленно, и цвет воды не изменился. Вокруг озера 90 километров. В январе-феврале можно увидеть голубой лед, ничуть не хуже, чем на Байкале. А ехать можно из Бараталы или Кульджи. Второе – озеро Карукуль. Оно находится на Памире, высота 3600 метров. Во всей уйгурской автономии это единственное место, где на поверхности озера можно увидеть полное отражение 7000-го снежного пика, Мустаката – 7509 метров. Расстояние от водной глади до вершины – почти 4 километра, смотришь так, что шея затекает. Но это отражение можно увидеть далеко не всегда. За день оно появляется всего на 20-30 минут. Грандиозное отражение пика Мустак-Ата стоит в воде неподвижно. Наблюдая за отражением, боишься дышать, чтобы не потревожить водную гладь. Это невозможно вообразить, живя в городе. Карукуль на уйгурском языке означает «черное озеро». В пасмурную погоду вода не синяя, а почти черная, темно-синяя. На дне — вулканическая крошка, которая поглощает большую часть видимого света. Облака закрывают солнце, и гладь озера мгновенно становится черной. За 5 минут цвет меняется трижды, словно перед тобой 3 разных озера. На берегу живут киргизы в юртах. На высоте 3600 метров чистого воздуха достаточно выйти из юрты, поднять голову, и Млечный Путь прямо перед глазами. Карукуль. Там тишина просто нереальная. 7000-я гора отражается в черной воде, даже ветер не смеет шуметь. Озеро на высоте 3600 метров — это не шутки. Здесь недалеко есть каменная крепость и золотые луга. За 2 дня Памир объехать можно. Третье — озеро Канас. Это потолок осенней красоты. 2 малоизвестных факта. Первое — вода Канаса в итоге попадает в Северный Ледовитый океан. Иртыш — единственная река уйгурской автономии, впадающая в Северный Ледовитый. Второе — наибольшая глубина почти 200 метров. С обзорной вышки кажется, что озеро не такое большое, а на самом деле под тобой столб воды в 200 метров. Вода в озере 3 цветов. Это удивительно. На входе бело-зеленая, в средней части изумрудная, на глубоководье темно-синяя. Ярче всего это заметно в конце сентября. Знаменитое и нашумевшее чудовище из Канаса с большой вероятностью — это таймень, пресноводная рыба длиной более 2 метров, живущая в холодной воде. Легенда о чудовище — самая умная вещь, случившаяся с этим озером. Местные тувинцы считают рыбу озерным духом, запрещают ее ловить,
Объективно это сохранило всю экосистему лучше любых природоохранных норм. В окрестностях живут тувинцы, в уйгурской автономии их осталось около 2000 человек. Во всем Китае только они живут в бревенчатых домах со остроконечными крышами. Пик осенней листвы длится всего неделю. В праздники очереди могут достигать промышленных масштабов. В разгар сезона деревянный домик стоит от 1500 юаней и выше. Среди Алтайских гор, где утренний туман веками укутывает таинственную воду озера Канас. Это место заставит вас замереть от восхищения. 4. Озеро Баграшкёль. Шикарное. Это крупнейшее в уйгурской автономии внутреннее пресноводное озеро, более 646 квадратных километров. Караваны шелкового пути использовали его как водопой. Западная часть озера пресная, благодаря впадающей реке Кайду. Восточная — соленая, из-за испарения. Почти ни в одном крупном озере уйгурской автономии нет такого. Заросли тростника — более 400 тысяч гектаров, один из 4 крупнейших районов тростника в Китае. Кто бы мог подумать, что царство тростника находится не в Китае, а в уйгурской автономии. На южном берегу пустыня прямо входит в воду, барханы и синяя гладь сливаются. Здесь есть золотой пляж, горячий песок и прохладная вода. Купаться на краю пустыни — такое невозможно представить, но оно существует в уйгурской автономии. Загорать на золотом пляже сравнится с любым пляжем Саньи. 3 варианта провести день: купаться на золотом пляже, заплывать на рыбацкой лодке вглубь тростникового лабиринта в заросли дикого лотоса. Поездки по южному берегу. По пути удивительные переходы от пустыни к озеру. 5. Лебединый источник в Кульдже. Шикарная зимняя эксклюзивность. Почему лебеди облюбовали именно Кульджу? Там подземные горячие источники, вода круглый год не замерзает. Лебеди-кликуны пролетают из Сибири 3-4 тысячи километров в поисках именно такой стоянки. Незамерзающая вода плюс остатки зерна на окрестных полях, и корм, и кров. Этому миграционному маршруту уже 1000 лет. Ежегодно с ноября по март прилетает от 300 до 500 особей. Главное впечатление — не только лебеди, а когда стоишь в тумане при -20. Пар от горячего источника, лучи солнца на рассвете проходят сквозь туман, создавая эффект Тиндаля, световые столбы. Лебеди взлетают из тумана. Для взлета им нужно разбежаться по воде, делая десяток шагов, хлопая крыльями по воде, разлетаются брызги, клубится пар. Ветер от крыльев бьет в лицо. В такой момент только одно ощущение: ради такого кадра можно было прилететь специально. Это самое необыкновенное зимнее зрелище в уйгурской автономии. Лебеди находятся в 50 метрах. Людей не боятся. В Кульдже можно поесть острое допанджи и погулять по улице 6 звезд. 6. Озеро Улюнгур. Шикарное. Но находится на Алтае. Зимой оно просто феноменально, но и летом тоже хорошо. Это второе по величине озеро уйгурской автономии, 827 квадратных километров. На самом деле это 2 озера, соединенные рекой. Северное — Килы, пресная, южное — Улюнгур, солоноватая. Вода в Килы сладкая, а в Улюнгуре становится соленой. Традиционный зимний лов, праздник рыболовов, продолжается несколько столетий, обычно открывается в середине января. Вы попадете на заледеневшую гладь. -30 градусов, лед толщиной больше метра. Рыбаки пробивают лед, ставят сети, за один раз вылавливают тысячи килограммов, а то и десятки тысяч. Рыба, попав на мороз, мгновенно замерзает, образуя серебристые фигуры. Зимний лов — это самый хардкорный зимний опыт на севере уйгурской автономии. И это не просто шоу, это реальное производство. Первая рыба уходит с молотка. Один крупный экземпляр может стоить сотни тысяч юаней. Летом здесь тоже красиво. Озеро такое широкое, что противоположного берега не видно. Купаешься, а над головой летают чайки. Удивительно, но в пустынной уйгурской автономии есть чайки. Песчаный пляж, волны, чайки — все как на море, но это Алтай, за 1000 километров от моря. Еда тоже необыкновенная: восточноевропейский лещ и щука-блондинка — местные деликатесы. На Алтае их готовят так, что любой приморский ресторан позавидует. 7.
Богдакёль — Небесное озеро. Оно находится у подножия пика Богда, на высоте почти 2000 метров, площадь всего около 5 квадратных километров, 1% от Сайрама. Это ледниковое тектоническое озеро, образованное в четвертом ледниковом периоде 2,5 миллиона лет назад. Оно кажется маленьким на фоне горы Богда и часто прячется в облаках. Пик Богда — одна из самых высоких вершин Тиньшаня. В древности люди верили, что именно здесь находится обитель богини Сиванму. Говорят, что когда-то здесь, прямо на этих водных гладях, сама богиня Сиванму устраивала пышные пиры и купала в бирюзовых водах своих небожителей. А вода тут очень глубокая, до 100 метров. И сейчас мы как раз пройдемся по тому же маршруту, что и небожители. Мы отправляемся в небольшое путешествие на катере, чтобы полюбоваться первозданной красотой. Приготовьтесь к потрясающим видам. 8-е озеро — Эбинур. То, что Сайрам-Кёль такое красивое, это благодаря озеру Эбинур, которое принимает на себя удар. Оно стоит на западной стороне Джунгарской впадины и задерживает ветры и пыль. Это самое сильно сократившееся озеро уйгурской автономии. Вся вода ушла на орошение полей. Озеро весь век заслоняло от ветров Сайрам. Само при этом сократилось больше, чем наполовину. Солончаки там, как на другой планете. При определенном освещении озеро становится розовым. Это бета-каротин от солевой водоросли. 9-е озеро называется Баркёль, полчаса езды от города Баркёль, на высоте почти 1600 метров. Баркёль — одно из крупнейших соленых озер уйгурской автономии. Его питают десятки подземных родниковых ключей, и вода в нем настолько чистая, что видно дно. По площади его можно сравнить с небольшим городом, и оно очень мелкое, местами по колено. В безветренную погоду вода превращается в идеальное зеркало, в котором отражаются снежные вершины Тиньшаня и облака. Баркёль называют «небесной жемчужиной» и «зеркалом неба». Местные уйгуры складывают легенды, что у этих вод сама богиня Сиванму поила своего небесного коня. Копыта коня выбили на дне озера источники, которые питают Баркёль до сих пор. А по другой легенде, давным-давно жила храбрая девушка и юноша. Они полюбили друг друга, но на их землю напали злые духи. Они вступили в бой, отдали свои жизни, но защитили людей. И в том месте, где пролилась их кровь, забили святые родники, а озеро наполнилось чистой водой и обрело волшебную силу. Но главное зрелище здесь — закат. Когда солнце начинает клониться к горизонту, сначала вода становится золотистой. Потом, когда солнечный диск касается гор, на озере появляется фиолетовое сияние, это уходящие лучи преломляются в соляной глади. Еще минута, и солнце превращается в узкую апельсиновую полоску, которая медленно тает в бескрайней водной глади. И когда последний луч угасает, небо над Баркёлем становится темно-синим, а на востоке загораются первые звезды. 10-е — Лабнор-Кёль. Это высохшее соленое озеро в самом сердце древней уйгурской цивилизации. Здесь жили уйгуры, лопнурлыки, уникальный субэтнос рыбаков и охотников древнего государства Крарайна. Китай сделал это священное для уйгуров место своим ядерным полигоном. Долгие 32 года Китай проводил здесь ядерные испытания, 45 атомных взрывов, иногда 2 раза в год. Их суммарная мощность превысила 24 мегатонны. Это более 1600 Хиросим, взорванных на уйгурской земле. В центре этого смертоносного проекта стоял лично Мао Цзэдун. В середине 50-х годов он провозгласил: чтобы нас не презирали в мире, мы должны обладать этой штукой. Проект получил кодовое название 596, в пику дате, когда советские специалисты разорвали ядерный контракт с Китаем, июнь 1959 года. Мао сделал ставку на ультрапатриотизм и мобилизацию колоссальных человеческих ресурсов. Уйгурская автономия и полигон Лабнор были выбраны им как чужая, далекая территория, где ради величия Пекина можно было пожертвовать экологией целого региона. Первая атомная бомба была взорвана в 1964 году. В 1967 испытали уже водородную бомбу. 23 атомных взрыва были сделаны прямо на поверхности озера, в атмосфере суммарная мощность около 22 мегатонн. И 22 взрыва, подземные, суммарно около 3 мегатонн.
Самый мощный одиночный взрыв на озере Лабнор, 4 мегатонны, был произведен в 1976 году. Последний, 45-й взрыв, прогремел в 1996 году. Это был подземный взрыв мощностью около 10 килотонн. После этого Китай объявил, что прекращает ядерные испытания в уйгурской автономии на многострадальном озере Лабнор. С тех пор высохшее озеро Лабнор и окрестности — закрытая военная сверхсекретная зона. Солдаты использовались как подопытные для изучения воздействия радиации на организм. Большинство из них, ликующих на фоне ядерного гриба, вскоре умерли, включая создателя бомбы Дэн Цзисяня. По оценкам японского физика Дзюна Такады, от последствий этих испытаний могло погибнуть около 194 тысяч человек. Еще более 1 200 000 получили дозы, которые привели к раку, лейкемии и генетическим мутациям у 3 поколений местного населения. В уйгурской автономии уровень онкологии стал на 35% выше, чем в среднем по Китаю. Уйгурские правозащитники назвали это ядерным геноцидом. Огромный ущерб был нанесен и экологии Синьцзяна. Радиоактивные осадки отравили почву, пастбища и подземные воды, сделав оазисы зоной медленной смерти. Сегодня спутниковые снимки показывают, что с 2017 года на Лабнор опять начались работы и активно модернизируется инфраструктура. Новые туннели, дороги и объекты. Официально ядерные испытания запрещены с 1996 года, но у мировой общественности подозрения в скрытой деятельности Китая не утихают.